Здравствуйте, меня зовут Ильин Витя. Я ученик 6 класса школы номер 17 города Якутска. Моя тема — история одной реликвии великого человека к 135-летию Аниподиста Ивановича Сафронова. Алампа. Цель работы — узнать и исследовать историю маслобойки Аниподиста Ивановича Сафронова. Алампа. Задача — познакомиться с биографией Аниподиста Ивановича Сафронова. Алампа. Сбор материалов о маслобойке, посещение музея для ознакомления с объектами исследования, гипотезы, увековечение имени великого человека. Аниподист Иванович Сафронов родился 2-14 ноября 1886 года в первом Чахсонском наследии Батурского улуса. Основоположником якутской драматургии, один из основоположников якутской литературы, общественный деятель Якутского округа, Якутской области Российской империи. Эту маслобойку Аниподист Иванович Сафронов подарил другу Николаевичу Жиркову. Они вместе работали писарями и счетоводами у Кирилла Давидовича Спиридонова, который имел много рыболовных песков. Николай и Аниподист подружились. Сливочное масло – один из самых востребованных и любимых продуктов этой молочной эликсир, получаемый путем взбивания сливок в маслобойке. Эта маслобойка представляет собой деревянную емкость в форме усеченного конуса диаметром 20 см сверху и 25 см снизу, напоминающую бочонок. Ее высота 60 см. Маслобойка изготовлена из клепок, узких досочек, которые стянуты 3 жесткими обручами вверху. Маслобойки закрываются крышкой, в которой есть отверстие по диаметру шеста. Внутри маслобойки палка на конце с круглым диском, в котором есть отверстие. Именно этим диском взбиваются сливки до тех пор, пока они не превращаются в затвердевший кусок масла. Товарищество Альфа-Нобель было образовано в 1906 году. Правление находилось в Санкт-Петербурге. Имелись филиалы в Омске, Варшаве и Одессе. Оно является представителем шведской фирмы «Сепаратор», которая производила молочные сепараторные для отдельного молока от сливок. Создателем изобретения был инженер Густав де Лавальки. Был очень популярным в России. В 1906 году для эффективности продаж из фирмы Людвига Нобель выделились торговый дом Альфа Нобель. Его омское отделение вело активную торговлю прежде всего в Акмольском области и Тобольском губернии, благодаря чему в маслодельности промышленности регион сепаратора Альфа-Лаваль получил наибольшее распространение, составляя до 85% всех сепараторов. Густав де Лаваль родился в Варсе, Швеции, окончил технологический институт в Стокгольме в 1866 году, ныне Королевский технологический институт, в Упальском университете в 1872 году. В 1890 году он изобрел сопло, служащее для подачи пара в турбину, получавшее впоследствии его имя, в использовании в этом же назначении по настоящее время. Де Лаваль принадлежит также честь изобретения центрифуги для разделения на фракции смеси, состоящей из жидкости с разной плотностью. Это изобретение он использовал как молочный сепаратор. За свою жизнь Густав де Лаваль запатентовал 93 изобретения. Аниподист Иванович Сафронов, Алампа, подарил маслобойку своему другу Николаю, потому что у них был скот, и посчитал, что маслобойки его семье понадобятся для хозяйства. В это время Анне, дочке Николаевичу, было 5 лет. Дочь Николая Николаевича Жиркова, Анна Николаевна, сохранила маслобойку в течение 80 лет. Потом, к столетию якутской литературы, она подарила памятный подарок в литературный музей имени Аюнского. Анна Николаевна Жиркова, ветеран тыла и труда,
отличник народной просвещения РСФСР, учитель учителей Республики Саха-Якутии. Анна Жиркова — единственный человек среди наших современников, кто очень близко знала и общалась с лучшим другом своего отца, одним из основоположных якутской литературы, анимпадиста Сафронова Алампа. Меня заинтересовало, как же сделать сливочное масло без маслобойки. Из 750 грамм сметаны получилось 3 небольших куска масла весом 298 грамм. Вывод. Эта работа позволила мне понять роль истории и реликвии в изучении истории маслобойки. Выполняя данную исследовательскую работу, я пришел к выводу, что в исторических реликвиях есть большой исторический материал не только отдельной семьи, но и всей республики. Это нить, которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. У меня появилось интерес и желание изучать и исследовать в дальнейшем все новые и новые экспонаты, хранящиеся в нашем музее. Теперь с этой информацией я должен познакомить как можно больше людей в этом заключении практическое знание моей работы. Материалы исследовательской работы отправлю в музей, а также хочу передать школе имени Анимпадиста Ивановича Сафронова в Татинском Улусе. Я считаю, что данную работу можно использовать на экскурсиях по истории села, на уроках истории, на классных часах, посвящении юбилея Анимпадиста Ивановича Сафронова Алампа. Спасибо за внимание.